Жители улицы Ленина в Сунже испытывают проблемы с водоснабжением уже не первый месяц. Жалуются, правда, не на ее дефицит, а на избыток. Вода разливается по проезжей части. Муса Харсиев живет здесь всю свою жизнь. Он один из первых забил тревогу. Проблема у нас уже 2–2,5 месяца стоит. Поэтому обращались в водоканалу, там мэри, туда-сюда. В общем, везде, где можно было, и женщины ходили, и мы. Они сейчас, как вы видите, говорят, что мы об этом не знали. То есть, если знали бы, устранили бы, как вы слышали, да? Сейчас это Магомед сам тоже скажет. Ну, в общем, вот эти проблемы, мы 2 метра с лишним откопать угроза, дети здесь бегают, все после каникул все дома были. После порыва центрального водопровода ремонтная группа приехала на устранение проблемы. Однако, вырыв яму и обнаружив поломку, было принято решение не чинить трубу, а полностью ее заменить. На этой инициативе 2 месяца назад все и закончилось. С тех пор, как заявляет Муса, рядом с домом его родственников воды накопилось столько, что и бассейн не нужен. Вот эти, которые пришли, вот этот, который откапывал, ну, это бригада. Мы сказали, если у них нету там средств или что-то, с чем-то надо помочь, трубу купим, но какое-то это участие мы примем. Им прямо сказали. Они сказали, хорошо, короче, ушли они, их нету, все, после этого. 2,5 месяца как минимум прошло, вот эта вода течет, этот, как я тебе сказал, это засыпали вот эту яму. В местной администрации заявляют, о порыве центральной трубы по одной из главных улиц города они даже не слышали, несмотря на то, что местные не раз направляли письменные заявления и уведомляли лично. Проблемы с трубопроводом в Сунже нередки. Ремонтные бригады регулярно выезжают на ликвидацию поломки. Порывов у нас много, очень даже много. В день по 5, по 6 порывов убираем. Но заодно мы меняем трубы железные, убираем старые. Пластмассовую трубу ложим. Вот такую работу мы ведем. Сейчас увидели вот эту ситуацию, эту проблему. Мы эту ситуацию исправим и сделаем, чтобы вот эта вода больше не текла. Если нужно, необходимо, заменим трубы и все остальное. Из всех вот этих порывов частично они устраняются. Всего их 29. На вчерашний день я был в местном городском водоканале. Мы поставили их в известность. Часть из них актирована, находится в судопроизводстве, но те, которые обнаружились недавно, мы их занесли в этот список, и отдельным списком мы составили по нему акт. Акт пока, чтобы просто их поставить в известность, чтобы они как можно быстрее, в кратчайший срок устранили их. Постоянно бьющая вода из-под земли приносит массу неудобств. Помимо слабого напора, улица, которая и так не асфальтирована, превращается в постоянное грязевое болото, где не то что пройти, проехать иногда становится трудно. Тут невозможно пройти. Вы видите, так? Очень много учащихся проживает на этой улице. Маленькие детки в садик идут, и вечно они пачкают ноги. Невозможно ни пройти, ни проехать. С другой стороны, дорога, вы видите, она и так у нас улица не асфальтирована, тут очень много проблем. И так, да еще эта вода, которая вечно протекает, портит без того испорченную дорогу. Проблему обещают решить в течение нескольких дней. Местная администрация и водоканал заверяют, что к концу недели поломка будет полностью устранена, а ликвидировать окончательно проблему водопровода в Сунже планируют к 2021 году. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.